совместном заявлении сторон на переговорах в Грозном, распространенном сегодня территориальным управлением федеральных органов исполнительной власти. Участники переговоров заявили, война не нужна ни русскому, ни чеченскому народам. Российский ультиматум на переговорах в Грозном, похоже, возымел действие. Достаточно неожиданно для наблюдателей чеченская делегация на переговорах осудила терроризм и даже высказала готовность оказать содействие в розыске Шамиля Басаева, совершившего захват заложников в Буденновске. Об этом объявлено на завершившейся сегодня за полночь пресс-конференции в Грозном по результатам переговоров между правительственной делегацией и представителями Дудаева, в числе которых, напомню, брат Шамиля Басаева Ширвани. По мирному урегулированию кризиса Чеченской Республики при содействии ОБСЕ были определены основные направления механизма выполнения блока военных вопросов. А. Прекращение боевых действий. Будем считать, что он подписан. Он действительно подписан. Как раз идет процесс подписания, вы нас в этот период застали. После подписания блока политических вопросов сразу же приступаем к выполнению. Итогом третьего дня переговоров в Грозном стало подписание протокола по блоку военных вопросов. Стороны договорились одновременно издать указы о прекращении огня. С этой целью планируется создание специальных наблюдательных комиссий с участием военных, духовенства, старейшин и сотрудников из миссии ОБСЕ. По словам бывшего генерального прокурора Чечни Усмана Имаева, предусмотрено произвести освобождение обеими сторонами насильственно удерживаемых лиц. Важным пунктом протокола является полное разоружение незаконных воинских формирований и поэтапный вывод федеральных войск из Чечни. В этой связи командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чечне Анатолий Куликов отметил, что предстоящее разоружение будет проводиться в 3 этапа. Сначала крупные вооруженные группы численностью от 50 до 500 человек во главе с полевыми командирами, далее отряды народного ополчения, отдельные граждане. Лица, добровольно сдавшие оружие, будут освобождаться от уголовной ответственности, подчеркнул он. Анатолий Куликов также сообщил, что стороны отведут воинские подразделения на 2-4 километра. Сегодня в 10 утра переговоры продолжились. К ним подключился с дудаевской стороны бывший председатель парламента республики Идигов. Как заявил член российской делегации Аркадий Вольский, 4-й раунд переговоров будет, видимо, очень трудным. По его словам, предстоит обсудить все детали организации и проведения свободных политических выборов в Чеченской Республике. В том числе в ходе переговоров предполагается разработать положение о проведении выборов с участием зарубежных наблюдателей. Военных четкой линии противостояния между федеральными войсками и вооруженными формированиями генерала Дудаева уже не существует. Из большинства селений боевики выбиты. Они ушли в окрестные горы. И оттуда пытаются наносить удары по федеральным войскам. Удары эти ощутимо урона нанести не могут. Тем не менее, каждые сутки есть и убитые, и раненые. Из селения Шатой боевики ушли 14 июня. Покинули свои дома и жители села. Возвратились назад пока немногие. Хотя поврежденных домов в селе очень мало. Похоже, побаиваются люди. Тем более есть кого. Из компетентного источника стало известно, что под Шатоем формируются 2 группировки боевиков. Это собираются рассеянные федеральными войсками формирования Дудаева. На что надеются? Возможно, попытаются прорваться через все заслоны и уйти в Дагестан или Грузию. Возможно, решаться на очередной террористический акт. Но сдавать оружие, судя по всему, пока не намерены. Я могу вам привести случаи и примеры, как соблюдается дудаевской стороной мораторий. Сегодня 133-й отдельный танковый батальон вел ночной бой в течение 2 часов 40 минут. Были попытки прорыва. Вся беда заключается в том, что остались те, которые запятнаны кровью так, что они сдаваться, по-видимому, не будут. Их просто нужно будет уничтожать. Им прощения не будет, их нужно будет уничтожать. Вот. Но эти мелкие группы, они пытаются вести партизанский, навязать, вернее, нам партизанский метод борьбы. Это террор, минирование дорог, засадные действия, нападение на блоки. Дальше вызывать ненависть у мирных жителей путем проникновения в села под видом военнослужащих федеральных войск. Возвращаясь к переговорам в Грозном, только что мы получили сообщение агентства «Интерфакс». Сегодня делегации правительства России, сторонников Дудаева,
не смогли подписать каких-либо документов по блоку политических вопросов, обсуждаемых в рамках мирного регулирования в Чечне. Это действительно, пожалуй, самый сложный вопрос – политическое будущее и статус Чечни. Впрочем, завтра делегация продолжит обсуждение политических проблем. Медведев ответил сегодня на вопросы корреспондента нашей программы. Президент принимает политическое решение, решения тактические принимают командиры, исходя из ситуации оперативной. Конечно, фамилия этого человека известна, но пока называть ее не имеет смысла по нескольким причинам. Одна из них, что это отвлечет внимание, переадресует и общественность, и прессу именно к этой фигуре, что, может быть, заметно затруднит ход расследования, связанной с трагедией в Буденновске. Окончательные точки над «и», а может быть даже и не все еще, поставит Совет Безопасности, который состоится, как я уже сказал, 29 июня в четверг. Арестовать Шамиля Басаева и его сообщников по террористической акции в отношении ни в чем не повинного населения потребовали жители Буденновска. Свое категоричное требование они передали секретарю Совета Безопасности Олегу Лобову, который вчера прибыл в Буденновск с поручением президента России оказать содействие в организации помощи пострадавшим и обстоятельно разобраться в причинах того, от чего стало возможным проникновение в город столь многочисленной группировки террористов-дудаевцев. Когда нас отпустили. То есть это было настолько как-то буднично, просто. Самый неприятный момент был, когда вот началось изменение маршрута. Боевики нервничали там, какие-то переговаривались по-своему, но они пришли как бы в состояние там боевой готовности, клацали затворами, там снимались предохранители. Вот это было, конечно, неприятно. С самим Шамилем Басаевым вы общались? Да, я общался. Он производит впечатление очень такого целеустремленного, собранного человека. Очень, такого вот, достаточно жесткого, очень спокойного. Даже он где-то там просил прощения, так сказать, за то, что поступил так жестоко. Но я говорю, это все нужно вот объять разумом в целом. То есть не только то, какое он производит внешнее впечатление, что он говорит, какие чувства у него там в глазах и на лице, но и что он сделал, понимаете? Вот тогда только, то есть и оценивать и с точки зрения права, не знаю, с точки зрения политики, и с точки зрения нравственности, и все эти аспекты должны быть воедино, тогда сложится образ. Наконец, вся группа программы «Время», работавшая в Буденновске, собралась вместе дома. Виктор Кузнецов, корреспондент Дмитрий Мутрич и оператор Олег Никифоров. Олег Никифоров, наш оператор, это, конечно, он там творил чудеса. Он снимал непосредственно бой, то есть он таскался с этой тяжеленной камеры в жару там и буквально под пулями. И вот все материалы, это благодаря ему, памятник, так сказать, наставить там таким людям.